Сегодня я хочу сказать вам, что каждый процесс, с которым вы сталкиваетесь, имеет цель. Поэтому не бойтесь, ибо душа твоя не дрожит от страха. Продолжайте идти по этому пути с решимостью. Я всегда буду с тобой и подарю тебе любовь, мир, терпение, силу и вселю счастье и покой в твою жизнь. Я тебя люблю. Ты удивил меня, я говорил тебе быть сильным, но ты решил набраться сил и сражаться изо всех сил. Ты сделал больше, чем я просил. Вы пример верности и честности. Я рад, что все семена, которые я увидел в тебе, проросли, выросли и принесли такие прекрасные плоды. Поэтому наступает новая, лучшая эра. Вы превзойдете свои желания и мечты. Вы не остановитесь, пока не покорите эту землю благословений и счастья. Мне кажется, иногда все выглядит иначе. Когда вы начнете чувствовать зависть или неприятие со стороны людей, даже тех, кто утверждает, что любит вас, ваши эмоции разрушатся. Вместо того, чтобы видеть в вас хорошее, они тратят свое время на поиск способов заставить вас чувствовать себя плохо. Они возвращаются в прошлое и возвращают воспоминания с целью ранить и раздавить вашу душу. Но сегодня, выслушав меня, тебе придется принять это решение. Когда вы проявите веру и силу посреди страданий, у вас появится победный настрой. Не позволяйте кому-то прийти и разрушить ваши усилия сделать все правильно. Я не хочу давать им возможность контролировать свои эмоции. Пожалуйста, поверьте мне на слово. Я буду вести вас согласно моим словам и обещаниям. Пожалуйста, знай, что ты мой. Я приближаюсь к вам с любовью и лично противостою любому врагу, который пытается бросить вам вызов или пытается проникнуть в ваше сердце, чтобы сбить с толку и высмеять вашу веру. Поэтому избавьтесь от мыслей, которые возникают, когда вас окружают проблемы, когда копятся конфликты, когда вы чувствуете усталость, когда вам нужно принять много решений и когда ваша душа истощена. Пожалуйста, приди и отдохни. Будьте уверены, что в моем присутствии вы найдете утешение и надежду. Твои проблемы не поставят под угрозу защиту моей любви. Пожалуйста, поймите, что ситуация, с которой вы столкнулись, отправлена не мной. Поэтому, где бы вы ни были, обязательно выходите моей сильной рукой. Я никогда не хотел, чтобы ты страдал из-за этой силы. Мы никогда не отправим вам испытания, которые вы не сможете вынести. Вы можете выйти из этой ситуации. Я сниму все это бремя с твоих плеч. Я не хочу, чтобы ты жил в одиночестве и печали. Ваше будущее настолько велико, что враг ищет способ украсть ваше благо. Но решение в этой битве за вами. Ваша вера станет мечом, который пробьет препятствия, встающие на вашем пути. Если вы откроете дверь негативным мыслям и эмоциям, посланным вам врагом, вы утонете, но если мой Святой Дух придет на первое место в вашей жизни и в вашем сердце, вы победите. Я уже сделал это. Ты дал ему спасение. У меня есть для вас победное наследие. Но теперь вы должны стоять твердо, как вы это сделали. Я пришел сказать вам в нужное время, что вы приближаетесь к духовному уровню, на котором чудеса могут происходить в вашей повседневной жизни. Помните, что вы уже завоевали множество земель. Не позволяйте пролитым слезам и жертвам, с которыми вам придется столкнуться, пропасть даром.
На этом этапе не имеет значения, ценит ли ваша семья ваши усилия или нет. Оставайтесь сосредоточенными на своих целях. Его вера и решимость сильнее стали. Пожалуйста, постарайтесь изо всех сил и будьте смелыми. Многие люди отказываются от своих целей и сожалеют о своем положении, но у вас впереди другое будущее. Мое присутствие окружает его. Мой дух управляет твоим домом. Небесные окна откроются, и будут даны благословения и дары, которые наполнят ваш дом радостью. Печальные сердца ушедших вернутся. Это будет время прощения и гармонии. Не бойся, ведь я с тобой. Пожалуйста, не волнуйся, потому что я твой Бог. Я укреплю его, я помогу ему, я поддержу его победоносными руками. Я благословил тебя небесными благословениями, чтобы моя слава могла явиться в твоей семье, и это благословение могло достичь твоих друзей, родственников и соседей. Жизнь и жилье изменятся. Это будет инструмент, который принесет исцеление многим людям, которых вы знаете, но работа начинается здесь. Поэтому я приказываю вам приходить каждое утро и слушать. Вспомни все чудеса, которые я совершил для тебя, и как эти слова сбывались в таких невозможных ситуациях, что ты терял сознание. До сих пор я ему помогал. Не возвращайся, не теряй заработанное. С этого дня придут великие благословения. Но мне хочется каждое утро встречать ее с благодарным сердцем и с любовью принимать эти слова. В этот день закончится его буря и закончится его суд. Мое божественное дыхание проносится по твоему небу и поднимает облака, затемняющие мой свет. Для вас начинается новый день. Начиная с сегодняшнего дня, вы будете наслаждаться великим покоем и будете чрезвычайно счастливы, просто предприняв твердые шаги, которые приведут вас к моим благословениям. Мои уши с любовью слышат твой голос. И в тишине я кричу о любви. Я бы предпочел послушать его, потому что его молитвы для меня подобны песням поклонения. Ваши слезы превратятся в радость, а моменты страданий превратятся в радость. Ничто другое не смутит ваш разум. Я всегда буду в центре твоих мыслей и наполню тебя прекрасной и вечной радостью. Не сомневайтесь в моих словах. Когда я что-то обещаю, это потому, что так написано и это сбывается. Вы не представляете, как далеко я. Я могу идти за тобой. Моя любовь выходит за пределы Вселенной. Обнимаю вас с любовью, благословляю место, где вы живете, и посылаю свой божественный дождь на ваше поле, чтобы вы могли с благодарностью пожинать и наслаждаться плодами воды. Я заставляю птиц петь на рассвете каждый день. Тогда, когда вы проснетесь, вы будете счастливы и удовлетворены, потому что вы познаете мои благословения. Каждый раз, когда вы делаете шаг, ваша жизнь и ваша семья никогда не будут прежними. Потому что близко время, когда вы пожнете плоды своей преданности делу и мужества. Вы смогли выдержать этот процесс и остаться стойкими в своей вере. Я слышал их молитвы, их похвалы, их жалобы, их мольбы. Но должен сказать, я тронут, когда ты делаешь меня счастливым в беде. И что мои дети знают, как активизировать свою веру, и что посреди изнурительной борьбы вы поднимаете руки и от всего сердца говорите мне: «Дорогой, Отец, я люблю тебя». Это все, что я хочу услышать.
Я знаю, что ты говоришь правду. Я чувствую вашу искренность. Ты не сможешь меня обмануть. Ваша победа близка. Пожалуйста, не сдавайтесь. Скоро наступит день, когда вам не придется ни о чем просить. Я молился и работал, пока другие отдыхали и молились, пока другие праздновали. Сейчас настало время пожать все, что вы посеяли благодаря своей вере и благодарности. Пришло время открыться небесам и пролиться дождю счастья. Благодаря своей вере и упорству вы преодолели 1000 препятствий и преодолели серьезные проблемы. Он видел, как многие вещи, которые казались невозможными, стали возможными благодаря стойкости его веры и решимости подчиняться моему слову. Помните, что мы живем в одном мире, где есть стресс, но есть и комфорт. Бывают моменты, когда я чувствую себя подавленным, и времена, когда я чувствую себя спокойно. Там, где есть страх, есть и Бог, который дает мужество и силу в трудную минуту. Возложение своего бремени на Бога может помочь вам преодолеть страх, потому что только Бог может вынести все испытания и невзгоды, с которыми вы сталкиваетесь. Без силы Господней, телом и душой, ты не сможешь вынести все тяготы в одиночку. Без Бога оно подобно семени без воды и почвы. Семенам нужны и вода, и почва, чтобы вырасти сначала в растение, а затем в большое дерево. Точно так же вам нужно, чтобы Бог вырастил вас и превратил в того, кого любит Бог. Те, у кого нет страха или сомнения в сердце, те, кто верит и надеется на Бога вместо страха и сомнений, исходящих от сатаны. Иисус сказал: «Придите ко мне все обремененные, и я успокою вас». Если проблема для вас сложна и вы не знаете, как справиться со своей ситуацией, просто обратитесь к Богу, прежде чем идти куда-либо еще. Давайте сначала обратимся к Богу, потому что Бог может сдвинуть горы, сдвинуть воду и остановить бури одними лишь своими словами. Он тот же самый Бог, который сотворил небеса и землю всего за 6 дней. И знайте, что для Бога нет ничего невозможного. Бог – Бог чудес. Нет ничего, что Бог не мог бы сделать. Когда все кажется безнадежным, у Бога есть для вас выход. Библия неоднократно напоминает нам, что Бог – Бог чудес. Библия говорит: помните чудеса, которые Он творил, чудеса, которые Он творил, и суды, которые Он произносил. Бог совершил бесчисленные чудеса. Господь наш Иисус Христос на протяжении всей своей жизни совершил множество чудес и дал нам Святого Духа, чтобы дать нам силу бороться со страхом. Да, мы столкнемся с трудностями, но Бог глубоко работает внутри нас, чтобы достичь невозможного. И знай, что благодаря Богу, возлюбившему каждого из нас, ты больше, чем просто победитель. Библия полна стихов, в которых ясно говорится, что какими бы ни были наши обстоятельства, нам не следует бояться, и я поддержу тебя десницей моей праведной. Или вот это: ибо я Господь, Бог твой, и Он возьмет тебя за правую руку и скажет тебе: не бойся, я помогу тебе. Осознали ли вы, что Бог не хочет, чтобы вы жили в страхе? Большинство людей во времена бедствий, конфликтов и отчаяния легко сдаются. Но вы знаете, что мы, как дети Божии, не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против высшей духовной силы. Я научился бороться со злом. Мы должны бороться со страхом как в духовной, так и в материальной жизни.
Библия учит, что мы, люди, созданы немного ниже ангелов. Мы все чудесно созданы, потому что Бог заботится о нас. Поэтому мы можем доверять Богу и знать, что Он все контролирует. Мы все драгоценны и ценны для Бога, потому что все мы были созданы по Его образу. Просто продолжайте верить в это. Это избавит вас от всех ваших страхов и даст вам силу, в которой вы так отчаянно нуждаетесь. Видите ли, Бог никогда не говорил, что испытаний не будет или испытания не придут, но Он обещал быть с вами в каждом испытании. Он обещал сразиться с вами, а также пообещал дать вам вещи. Избавьтесь от всех плохих переживаний, избавьтесь от всех страхов и сомнений, которые приходят вам в голову. Верьте, что у Бога есть план для вашей жизни, даже если ваше прошлое не было хорошим. Не для того, чтобы уничтожить вас, а для вашего процветания. Поэтому сегодня не тратьте зря время, рассказывая Богу, насколько велика буря перед вами. Вместо этого расскажите предстоящей буре, насколько велик ваш Бог. Он единственный, кто силен. Не такой, как Он. Доверяйте и верьте Господу и верьте, что Он сделает то, что Он говорит. Потому что Господь обязательно это сделает. Помолитесь этой мощной молитвой, чтобы освободить страх внутри вас. Отец Небесный, я прихожу к Тебе полный страха и беспокойства. Я прошу Тебя помочь мне в этот день, в этот час и в каждое мгновение. Я хочу сосредоточиться на том, что Ты любишь меня и заботишься обо мне. Я позволяю Тебе нести мое бремя, пока Ты окружаешь меня миром, радостью и удовлетворением. Благодарите, Господа, за все, что у вас есть и на что вы надеетесь. Я хочу, чтобы Ты сделал это для меня. Господи, Ты знаешь, мы живем в безумном, хаотичном мире. Вы знаете мои трудности в повседневной жизни, когда жизни слишком много. Помоги мне прийти к Тебе, успокой мои мысли и эмоции и откройся Твоему миру, комфорту и мудрости. Пожалуйста, помогите мне не жить в страхе. Пожалуйста, уменьшите мои чувства страха и беспокойства. Помоги мне покоиться в Тебе и доверять Тебе, пока я путешествую по этому разрушенному миру. Помоги мне подняться, когда мне хочется упасть, и помоги мне двигаться вперед, когда я чувствую, что не могу сделать ни шагу. Он мягко направил меня в нужном направлении и привел в место мира и безопасности. Господь, мы полностью верим и надеемся на Тебя. Призовите нас к совершенству и творите чудеса в нашей жизни сегодня во имя Иисуса. Мы всячески подтверждаем вашу верность и заявляем, что во всей Вселенной нет никого подобного вам. Мы верим, что через Твоего Сына Иисуса наши молитвы скоро получат ответ. Мы стоим перед Вами и просим Вас о хороших возможностях карьерного роста, обильных финансовых ресурсах и свободе во всех сферах жизни. Мы стремимся к вечной радости и великим победам, даже когда сталкиваемся с трудностями. Мы верим, что Вы преодолеете все препятствия на пути своего роста и достигнете своих целей. Пусть в это время воцарится отчаяние и смятение в стане врага, и пусть исчезнет весь страх, и пусть Ты укрепишь нас своей любовью, добротой и состраданием и изгонишь всякий дух страха. Мы заявляем, что наши границы находятся в счастливом месте, что наше наследие находится в безопасности на небесах и что под Твоим бдительным оком наш Небесный Отец все невзгоды содействуют ко благу.
Как сказано в послании к Евреям 11:6, мы верим в вашу способность совершить невозможное и молимся о чудесах в вашей жизни. Направляйте нас к исследованию новых возможностей, благословляйте нас уникальными способами и открывайте нам свой путь. Мы знаем, что можем достичь большего, чем можем себе представить, и принимаем ваши чудесные чудеса в нашу жизнь. Всемогущий Бог, теперь мы вместе с тобой завершаем это обещание. Тогда ваши чудеса пронизят все сферы нашей жизни, и ваше свидетельство всегда будет присутствовать в нашем путешествии. Укрепите нашу веру, окружите нас своей бесконечной любовью и творите чудеса в наших домах, семьях, отношениях и финансах. Мы обещаем довериться Твоему провидению, позаботиться обо всех наших нуждах, признать Твою милость в нашей жизни и выразить глубокую благодарность за все Твои благословения. Мы продолжим эту молитву, веря, что чудеса произойдут, и уделяя приоритетное внимание Вашему божественному присутствию во всех наших действиях. Пусть изобилие Творца проявится в нашем существе, когда мы доверяем Тебе как нашему поставщику. Мы молимся о плодотворных возможностях трудоустройства, диверсификации средств к существованию и защите от злых планов. И мы стоим за свою веру и готовы сиять и свидетельствовать о Ваших чудесах в нашей жизни. Для моей любви настал прекрасный момент, которого я тоже ждал. Я говорю, а ты слушаешь. Могу сказать тебе, что я очень тебя люблю, и ты тоже это чувствуешь. Я со сверхъестественной любовью показываю тебе, что я всегда с тобой, днем и ночью, когда все хорошо и когда все плохо. Но я здесь, чтобы послать вам припасы в нужное время, привлечь ваше внимание прекрасными деталями, вдохнуть мое божественное дыхание в вашу жизнь и наполнить вас покоем. Вы найдете меня где угодно, даже среди страданий. Я хочу быть там, потому что для меня также очень важен тот момент, когда ты зовешь меня, и я могу ответить сверхъестественным образом. Он посылает солнце утром и ветерок на рассвете. Моя любовь окутает тебя божественным теплом и даст силы идти смело и превратить путь страданий в путь процветания. Тогда ты сможешь довериться моей вечной решимости, что ничто и никто не отлучит тебя от моей руки. Я знаю, через какие трудные времена ты прошел, и знаю твое настоящее и прошлое. Сегодня я прошу вас твердо сдержать мое обещание и знать, что я поддержу вас и что вы живы. Я люблю тебя, ты мой, у тебя есть будущее и судьба. Не позволяй тому, что ты испытал и чувствуешь, отнять тебя у меня. Сегодня я решил поговорить с вами, чтобы подтвердить свое присутствие в вашей жизни и все обещания, которые приведут вас к зеленым пастбищам и спокойным водам мира. Избавьтесь от всех сомнений и не позволяйте страху и тревоге вернуться. Я изменю ваш дом, ваше будущее, вашу личность, ваши мечты, ваши планы. Пожалуйста, доверься мне и позволь мне работать. Позвольте мне быть вашим проводником и показать вам новый путь. Подойдите к этому без страха и с большой уверенностью. Я жду с распростертыми объятиями. Я подниму твое бремя и сотру своей любовью все плохие чувства, которые отнимают твою жизнь. Больше не нужно плыть против течения, не нужно сражаться в одиночку. Нырни в реку моей души и отдохни. Пожалуйста, помогите мне, ничего страшного не произойдет. Даже если ты сегодня достигнешь дна, я буду преследовать тебя и вытащу наверх.
ты не проиграешь, никто не увидит твоего падения. Я не допущу никакого вреда и защищу тебя от тех, кто восстает против тебя. Я хочу, чтобы твоя жизнь была полна счастья и любви, чтобы все знали, что ты получаешь все, что душе угодно, и чтобы мир знал, что ты мой любимый ребенок, я думаю. Дай тебе радость, которая выведет тебя из тьмы, в которой ты живешь, от печалей этого мира и на путь мира. Просто знайте, что я здесь сегодня из любви, чтобы напомнить вам о своем обещании. Потому что я хочу для тебя самого лучшего. Вы также можете изменить детали, которые вызывают ваше разочарование. Вот почему мой путь приведет вас к пути, специально предназначенному для того, чтобы помочь вам вернуть то, что у вас было украдено. Помните, что я отдал за вас свою жизнь на кресте и твердо стоял, чтобы показать миру свое величие, и что для меня нет ничего невозможного. Держитесь подальше от тех, кто пытается отвлечь вас и причинить вам вред. Они просто хотят, чтобы ты потерял благословения, которые я имею для тебя. Они хотят видеть вас побежденными, без мира, без цели, без причины жить. Но со мной рядом они не смогут споткнуться о твои ноги, потому что я буду с тобой, я буду заботиться о тебе, и я подарю тебе свою любовь навсегда, я подарю ее. И если ты решишь следовать за мной с уверенностью и решимостью, никто и никто не сможет отделить тебя от меня. Твоему прошлому, твоим грехам, твоим ошибкам нет места в твоей новой жизни. Теперь я простил тебя, и тебе нечего стыдиться, ты новый человек, моя кровь очистила тебя, разорвала твои цепи и освободила от всякого зла. Никогда не оглядывайтесь назад на то, что вы забыли, и живите своим новым даром, не боясь двигаться вперед. Просыпайтесь каждое утро и молитесь, чтобы ваш день был благословлен. И если вы почувствуете слабость или страх, я буду рядом, чтобы обновить вашу веру, силу и надежду. И если у вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, сообщите нам, что происходит. Мы можем помочь вам найти решение и найти ответы, необходимые для продвижения вперед. Любовь, которую я должен дать, бесконечна и никогда не закончится. И ты чувствуешь это сейчас. Я уничтожу своей силой каждое проклятие, каждую болезнь, каждую боль, каждую цепь страданий. И я здесь, чтобы помочь вам со всем, что вам нужно. Никто тебя не сломит, потому что я подниму тебя. Я защищу тебя, чтобы никто не смог победить тебя. Никто не проклянет тебя, потому что я благословляю тебя. Никто не сможет вас сломить, потому что мой Святой Дух поднимает вас каждое утро и наполняет вас безопасностью, энтузиазмом и радостью. Вскоре вы и ваша семья получите богатые благословения, истинное процветание и духовную свободу. Повторите эти слова вслух и твердо верьте им в своем сердце. Для нас, омытых могучей кровью Иисуса, нет проклятия или рабства. Сегодня новый день. Не случайно я прочитал и услышал эти слова именно тогда, когда они мне были больше всего нужны. Будут дни, когда я захочу поговорить с тобой. И сегодня я прислушался к твоему сердцу и приготовился возобновить завет, который ты заключил со мной. Я слышу твою просьбу, и ты должен ей поверить, даже если тебя охватывает тревога, а твои слова не зашкаливают и застревают там, сокрушая тебя и оставляя грустным и одиноким. Не думай, что это ты виноват. Это так много.
Я действительно слышу его голос и слышал его с самого начала. Я никогда не закрывал ушей для его мольб и буду продолжать слушать, даже когда боль кричит. Ты не разозлишь меня, и я не разозлю тебя. Потому что, когда ты говоришь открыто, это показывает, насколько ты скромен в душе и насколько ты глубокий человек. А мое сердце, преклоняющее колени от унижения. Пожалуйста, поговори со мной, я хочу тебя услышать, твои слова. Это эхо твоих мыслей, и мне так приятно видеть, что ты держишь меня в своих мыслях. Это счастье. Это нежная хвала и исцеляющее поклонение. Поговорите, выходите вперед и поделитесь со мной своими надеждами, мечтами, потребностями, планами, разочарованиями, сомнениями, потому что я ваш друг. Я знаю, ты хочешь мира, ты хочешь мира. Вы боролись с ветрами невзгод, пережили неожиданные времена, а плети презрения и жестокости сломили вашу душу и лишили вас дыхания. Вам нужен мир, и вам нужна сила. И здесь, по моим словам, вы их получите. Наполните свое сердце силой. Посреди трудностей вы обретете покой. Когда вы почувствуете слабость, вы укрепитесь, а когда вы почувствуете слабость, вы обнаружите, что снова можете сдержать мои обещания. И когда ты почувствуешь, что твое бремя непосильно, приходи ко мне. Никогда не забывай, что я всегда с тобой. Ты такой любимый и такой неповторимый. Ты действительно мой, и моя любовь к тебе нерушима и вечна. Я не меняю своего мнения со временем и не меняю свой образ мышления. Поверьте мне. Тогда река жизни потечет из вашего существа. Поверьте мне. Тогда у вас будет смелость, мужество и сила, чтобы победить силы зла. Я не оставлю его, я не брошу его. И если вы верите, что ваши грехи будут прощены, если вы готовы позволить мне забыть ваши ошибки и похоронить прошлое, и если вы готовы принять любовь вечного и всемогущего Бога, тогда мои слова, все живые обещания в воле сбываться. Для тебя. Сегодня. В этот день я хочу, чтобы ты понял всю глубину моей любви к тебе. Это не поверхностная или условная любовь, а любовь, которая преодолевает все препятствия и длится вечно. Каждое слово, которое я говорю, это выражение этой любви, и каждый мой жест – свидетельство моей непоколебимой преданности тебе. Я присутствую во всех аспектах вашей жизни, с утра до заката, с момента, когда вы просыпаетесь, до момента, когда вы ложитесь спать. Никогда не бывает момента, когда ты один, потому что мы всегда вместе. Моя любовь окутывает тебя теплым защитным плащом, давая тебе силы противостоять всем трудностям, которые встретятся на твоем пути. Даже посреди конфликтов и трудностей не чувствуйте себя беспомощными или обескураженными, потому что я рядом с тобой как верный товарищ. Во времена шторма я буду твоей твердой опорой, и в разгар беспорядков положись на меня как на безопасную гавань. Независимо от того, насколько велика проблема, я больше имею возможность ее решить. Я хочу, чтобы ты испытал полноценную жизнь, которую могу обеспечить только я. Не соглашайтесь на посредственную жизнь, а стремитесь полностью раскрыть свой потенциал, который я вложил в вас. В моей любви ты найдешь силу подниматься каждый раз, когда падаешь, мудрость принимать мудрые решения и мир, превосходящий всякое понимание.
Когда вы испытываете сомнения или беспокойство, помните, что я тот же Бог, который направлял и поддерживал вас все это время. Не нужно бояться будущего, потому что я уже показал вам путь и имею план вашего процветания. Доверьтесь мне всем своим сердцем. Тогда я буду направлять ваши шаги по пути праведности и благословения. Иногда может показаться, что обстоятельства против вас, но помните, что я Бог, который все содействует ко благу. Даже посреди невзгод я могу использовать любую ситуацию себе на пользу и к славе. Доверьтесь моему суверенному провидению и покойтесь в моей вечной любви. Не обманывайтесь внешностью. Я вижу больше, чем кажется на первый взгляд. Я знаю каждую деталь его жизни, каждое испытание, каждую невзгоду. Я буду активно работать для вас и работать за кулисами, чтобы воплотить ваши идеалы в реальность. Когда ты чувствуешь себя слабым или обескураженным, помни, что моя сила совершенствуется в твоей слабости. Когда вы чувствуете себя бессильным, я вмешиваюсь с грацией и сверхъестественной силой. Пожалуйста, поверьте, что это поможет вам в трудную минуту. Я поддержу вас правой рукой справедливости. Не позволяйте страху парализовать вас или помешать следовать своему пути. Я дал ему не дух трусости, а дух силы, любви и самообладания. Возьмите под контроль свои страхи и сомнения и смело шагайте в будущее, которое я приготовил для вас. Помните, что я с вами на каждом этапе пути. Какой бы темной ни была долина, через которую вам придется пройти, я буду рядом с вами, как ваш свет и проводник. Верьте, что Он проведет вас через бурю и приведет в страну комфорта и изобилия. Во мне ты найдешь все, что тебе нужно для полноценной жизни. Не ищите удовлетворения в мирских вещах этого мира, но ищите прежде всего моего царства и моей праведности, и все остальное приложится вам. Ты найдешь во мне истинное счастье и истинную цель жизни. Так что просыпайтесь сегодня с новыми силами и решимостью. Не позволяйте обстоятельствам обескураживать вас, но держите взоры на мне, начальники и совершители вашей веры. Поверьте, что я главный и работаю на благо вашей жизни. Вы найдете в себе силы двигаться вперед, надежду на упорство и победу, позволяющую преодолеть все препятствия, встающие на вашем пути. Всегда помни, что моя любовь к тебе вечна и безусловна. И ничто не отделит его от меня во всем творении, ни высота, ни глубина. Доверься мне и моей любви. И если да, то я отвезу вас в места, о которых вы даже не мечтали, и благословлю вас больше, чем вы можете попросить или представить. Сегодня, завтра и навсегда. Это особенный день, день вашей жизни, день победы, день, который вы никогда не забудете. Теперь встаньте и приготовьтесь к бою. Вы решили довериться мне, и я покажу вам, что моя цель для вас искренна. Сегодня будьте готовы войти в новый сверхъестественный момент и вспомните еще раз, и всегда помните, я слышу вас, я всегда с вами. В тот день, когда вы прочитаете эти слова, примите решение обновить свою веру. Существует множество препятствий, сомнений, испытаний и насмешек, которые подрывают тот энтузиазм, который у вас был, когда вы верили. Вернитесь на путь доверия и снова наполните свое сердце сильными словами. Плохие времена прошли, и дни боли прошли. Не забывайте тот день, когда придет ваше благословение.
Я посылаю благословение и делаю это из любви. Я был твоим наблюдателем в разгар конфликта и твоим защитником, когда ты шел по пустыне. Я хочу, чтобы ты помнил обо мне, твоем Боге и Господе, когда твоя вера пылает, а твоя жизнь богата и полна. Продолжайте звонить и молиться, даже если вы все еще не видите нормальными глазами. В духовной сфере идет борьба. Я благословляю его. Но противников много, и его победа зависит от его веры, решимости, настойчивости и преданности молитве. Просите меня днем, а ныне встаньте ночью для ходатайства. Времена для тебя меняются, и мои глаза бродят по земле. Я ищу такого храброго воина, как ты. Я буду творить в тебе чудеса и использовать тебя, чтобы через тебя принести изобилие хлеба, одежды, отдыха, исцеления и благословений. И когда вы благословляете других, вы будете очень благословлены. В век чудес вы должны быть решительными и честными, но опять же, отложите в сторону то, что вас угнетает, и в защите лица моего и обновитесь в своей вере. Все ваши тревоги исчезнут и забудутся, и все зло останется позади. Я прощу твои грехи, я забуду твои грехи, я искуплю твои грехи и ввергну их в морскую пучину. Если что-то тревожит твое сердце, принеси это мне, отдай в мои руки и оставь свое бремя на мне. Мои планы на тебя – быть счастливыми в этой жизни. Это не мимолетное счастье, которое длится лишь мгновение, а вечная и ни с чем не сравнимая радость, позволяющая улыбаться и быть уверенным в себе, даже если трудности постучат в дверь. В глубине души ты убежден, что никто не может помешать тебе любить меня. Я возрождаю в вас многие надежды, которые уже казались мертвыми, мечты, которые вы мечтали о себе и своей семье. Я все изменю, твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Так что перестаньте беспокоиться и перестаньте разжигать страх мыслями о поражении. Вы можете разорвать все связи, стать свободными, взлететь высоко и посмотреть, как далеко вы сможете зайти оттуда. Если ты веришь в меня, если ты принимаешь мою помощь, если ты забываешь прошлое, если никто никогда тебя не любил, сегодня у тебя есть что-то лучшее, никто никогда. Если я тебе не помог, сегодня ты получишь мою поддержку и благословение. Если тебя день и ночь ранили рассказами о твоем прошлом, если у тебя много забрали, забудь все об этом, тебя больше нет. Ты поверил в меня и дал мне жизнь, и теперь ты в моих руках. Я позабочусь о твоем сердце, потому что оно мое, тебя не отдадут в чужие руки, и никто не причинит тебе вреда, кроме тебя самого. Разберитесь со своими трудностями и тревогами, с тем, чего, по вашему мнению, вам уже не хватает, с лабиринтом, из которого вы не можете найти выход, с болезненными ситуациями, которые вы не понимаете. Дай мне время, поэтому я здесь, всегда с тобой. И даже если твои враги кричат, что ты заблудился, это не так. Я твой свет, освещающий твой путь, пока ты не найдешь выход, протягивай руку, чтобы поднять тебя из бездны, просто возьми меня за руку. Я знаю, что у меня нет силы, но поверь мне, я помогу тебе, я твой путь, твоя истина, твоя жизнь и все, что ты хочешь, чтобы я сделал. Это дверь, куда можно войти и получить благословение. Я дам тебе шанс забыть прошлое, забыть горести, бросил твои бунты на дно морское, и я больше не буду их помнить. Так почему же мы до сих пор помним, что ностальгия бесполезна?
Вы столько раз просили меня обновить мою душу и изменить мою жизнь, и я уже это сделал, но больше не беспокоюсь о невозможном. Прости и забудь обиды. Пожалуйста, оставь старые аргументы позади. Не становитесь пленником страданий, потому что у вас нет прощения. Наполнитесь терпением и любовью. Поймите тех, кто вас осуждает. Простите тех, кто не может вас понять. Дайте второй шанс тем, кто закрыл перед вашим лицом двери. Я сделаю это. Посмотрите своими глазами, как я благословляю вас, и вы будете поражены всеми чудесами, которые я совершу, чтобы вырастить в вас новые мечты. Может быть, ты хочешь подняться на гору, достичь вершины и добиться успеха, но я бы сделал это снова, и ты пошел бы дальше и выше. Ты получал и будешь получать мои благословения, и я связан с тобой навсегда. Я люблю тебя и верну и приумножу то, что у тебя несправедливо отобрали. Стойте твердо сейчас, не принимайте поражения. Жизнь, возможно, победила вас. Люди, возможно, предали вас и хотели, чтобы вы упали. Но ваш всемогущий Господь, я с вами, и я не подведу. Моей милостью, любовью и силой, которую я вложил в твое сердце, ты поднимешься. Храбрый воин. Те, кто хочет его мучить, те, кто хочет его унизить, те, кто думает, что смогут победить его, будут удивлены, увидев все, что я делаю. Если вы широко откроете глаза, вы поймете, что я веду вас из пустыни в плодородную землю, полную чудес. Вы столкнулись со многими проблемами, но день вашего процветания настал. Я исцелю твои болезни и освобожу тебя из плена на славную свободу. Держись надежды, ибо это сокровище, сдержи мое слово, пусть это будет самое дорогое, что у тебя есть, и жалобы тех, кто преисполнен зависти, видя, как я тебя окружаю, не отвлекай своего внимания и не перспектива от разочарования. С аурой благословения. Предлагаю тебе достойную работу, хлеб на столе, крепкое здоровье, защиту от зла, верную дружбу, семейное согласие, смелые мечты и огромное желание жить, бороться, побеждать, терпеть и терпеть. Помните, возраст не имеет значения, но не стоит недооценивать себя и не использовать свои годы в качестве оправдания. Я сделаю для тебя великие дела, потому что я люблю тебя, и это то, что я хочу делать. Меня никто не остановит. У тебя есть моя полная поддержка, любовь и привязанность. Я хочу твоего сердца и преданности. Позволь мне подготовить тебя к новой супергеройской жизни. Я люблю тебя навсегда. Я посмотрел на твое подавленное лицо и понял, что тебе нужны силы, чтобы двигаться дальше. Я твой отец. Я живу не в далеком месте, где я никогда не смогу проявить любовь. Даже если ты иногда немного забываешь, я здесь для тебя, где я всегда был. Пожалуйста, помогите мне, встаньте сейчас, я присоединюсь к вашим мыслям. Скажи мне, что страшно, почему ты не хочешь больше жить? Зачем играть за пределами судьбы? Это правда, что мир жесток, он положил на него глаз в детстве. Они светились надеждой и радостью, но со временем этот свет померк от боли и разочарования. Но я здесь, чтобы возродить его, восстановить ваше сердце и привести вас в будущее, наполненное выполненными обещаниями. Ты мой любимый и драгоценный сын, созданный по моему образу и подобию. Независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как ты в последний раз чувствовал мою любовь, я здесь, чтобы напомнить тебе.
Мои объятия открыты, чтобы принять вас, утешить и восстановить вашу душу. В этот особенный день я приглашаю вас ощутить мое присутствие новыми и мощными способами. Откройте свое сердце мне и позвольте моему Святому Духу наполнить вас миром и любовью Божьей. Никакая проблема не является для меня слишком большой, никакое бремя не является слишком тяжелым. Поверьте, что я буду направлять вас и придавать вам силы на каждом этапе пути. Я знаю, что бывают моменты, когда ты чувствуешь себя одиноким и беспомощным, но я никогда не отказывался от тебя и никогда не откажусь. Я Бог, который всегда присутствует, даже в самые мрачные моменты. Поверь, что я буду твоим прибежищем и силой, когда тебе это понадобится. Когда вы сталкиваетесь с трудностями в жизни, помните, что я ваш решительный защитник. Не сражайся в одиночку, позволь мне сражаться за тебя. Мои ангелы в вашем распоряжении, готовы сражаться вместе с вами в каждой духовной схватке. Не нужно бояться будущего, ибо я уже определил твой путь. Верьте, что Он приведет вас на путь справедливости и благословения. Времена могут быть неопределенными, но я тот же вчера, сегодня и вовеки. Моя преданность бесконечна, и моя любовь к тебе бесконечна. В моем присутствии вы найдете утешение в своих страданиях, силу в своей слабости и надежду в своем отчаянии. Нет никаких ограничений тому, что я могу сделать в вашей жизни, если вы доверяете мне и подчиняетесь моей воле. Я жду, чтобы изменить вашу ситуацию и поднять вас на новые высоты победы и самореализации. Не расстраивайтесь из-за трудностей, с которыми вы сталкиваетесь, потому что во мне ты найдешь силы преодолеть все препятствия. Позволь мне быть твоей твердой скалой посреди бури, твоим светом во тьме и твоим покоем среди хаоса. Пожалуйста, поверь, что у меня есть идеальный план для твоей жизни и что у тех, кто меня любит, все будет хорошо. Продвигаясь вперед по пути веры, помните, что вы не одиноки. Я буду с тобой на каждом этапе пути, укрепляя тебя, направляя тебя и позволяя тебе выполнить мою цель в твоей жизни. Верьте, что Он откроет двери, которые никто не сможет закрыть, и сделает невозможное возможным в вашей жизни. И в моей любви ты найдешь удовлетворение и удовлетворение, которых желает твое сердце. Не проси у мира того, что могу дать тебе только я. Позвольте мне наполнить вас своим сверхъестественным миром, неописуемой радостью и безусловной любовью. Во мне ты найдешь все, что тебе нужно для полноценной жизни. Так что просыпайтесь сегодня с обновленной надеждой и решимостью. Поверьте, что я работаю в вашей жизни, даже если вы этого не видите. Ходите с верой, зная, что я верен и сдержу все свои обещания. Во мне вы найдете комфорт и покой, которых желает ваша душа. Они были открыты для любопытства и хотели лучшего в жизни. Его искренний смех был предложен как дружба тем, кого он называл друзьями. Но затем ложь и предательство сокрушили его надежды, погасили смех и уничтожили волю к жизни. Твоя любовь потемнела из-за упадка доверия, и ты перестал верить в меня. Но поверьте этому пока. Как я знаю небо и называю каждую звезду ее именем, так я понимаю и знаю тебя. И я знаю каждое бремя в твоей жизни, каждую боль, даже самую маленькую боль, которую ты несешь. Я хорошо понимаю, мы говорим на одном языке, и я хорошо знаю, что тебя утешает.
Не ведитесь на ложь. Я спас ему жизнь своей кровью, и еще раз повторяю, никто не сможет его отсюда вынести. Даже если вся Вселенная рухнет, ничто не сможет оторвать ее от меня. Никто не сможет его удержать. В моем сердце ты всегда такой же, мой маленький, мой любимый сыночек. Ваши благословения грядут, и дождь благословений скоро прольется и потечет в ваш дом с сегодняшнего дня и во веки веков, и он не прекратится. Потому что нет большей любви или плана, чем мой план для вас. В этом мире нет ничего, что могло бы сравниться с тем, что я могу вам предложить. Я могу дать вам твердую цель, я могу наполнить вас еще больше, я могу превратить ваши самые трудные ситуации во что-то прекрасное, я могу вывести вас из пустыни в весну. Примите мои благословения на себя и сохраните их. Они отвергнут его, потому что хотят только великих благословений, но я выбираю смиренных, которые кажутся маленькими и слабыми, чтобы они возрастали в силе и становились гигантами веры. Пожалуйста, откройте глаза и обратите внимание, потому что произойдут великие дела. Ищите мои слова. Только тогда вы сможете узнать о благословениях, которые еще впереди. Мои глаза ищут простого сердца, моя душа желает быть наполненной жизнью, всегда готовой отдавать, любить и прощать. Нет сомнений, что я выбрал тебя. С момента сотворения мира его судьба была написана мной. Настал день, когда я осознал, к чему готовился каждый день. Подойди ко мне, к моему алтарю. Изложите свои планы, выразите свои сомнения и признайте свои ошибки. Попросите прощения, восстайте и приготовьтесь к победе. Это время близко. Мое возвращение близко, тебе предстоит многое сделать, и у меня есть много чудес, которые я могу использовать для тебя. Мы в этом вместе, у вас есть уши, чтобы слышать меня, а не шум, который беспокоит ваш разум и вызывает беспокойство. Послушай меня и просто обрати внимание. Тогда среди тишины ты увидишь величие моей вечной любви, моей искренней преданности. Знай, что тебя любят. Тогда никакой враг не сможет отнять тебя у меня. Сегодня ты воскреснешь, и сегодня ты снова полюбишь жизнь. Я вижу рядом с собой новорожденного ребенка. Я люблю тебя, ты чувствуешь, ты веришь, я понимаю тебя, я твой Создатель. Мои сильные руки всегда готовы помочь тебе, когда ты почувствуешь, что нуждаешься во мне. Я буду продолжать любить тебя, защищать и заботиться о тебе, даже когда ты чувствуешь себя отстраненным или разочарованным из-за того, что сделал что-то не так. Закройте уши для негатива и помните, что мои слова повелевают вам не унывать. Не позволяйте эмоциям контролировать ваши мысли, действия и то, как вы действуете. Прежде чем этот месяц закончится, я покажу вам свою любовь, окружу вас благодатью и отвечу на ваши молитвы. Я могу удивить вас, дав больше, чем вы просили, и помогая вам больше, чем вы ожидали. Это будет гораздо больше, чем вы можете себе представить. Потому что то, что приходит к вам, чудесно и чудесно. Не позволяйте сомнениям ослепить вас или страху украсть грядущие благословения. Я простил тебя, воскресил и спас тебя. Твое прошлое ушло, и ты заслуживаешь любви. Не отказывайтесь получать то, что я вам посылаю, не отказывайтесь наслаждаться тем, что я вам даю.
и не закрывайтесь от счастья и того, чего вы так желаете. Действительно имейте в своих руках то, что вам нужно. Я благословляю вас быть свободными и счастливыми, наслаждаться жизнью в полной мере и делиться тем, что у вас есть, сначала со своей семьей, а затем со всеми остальными. Я люблю тех, кто дает с радостью, тех, кто помогает бедным, тех, кто берет хлеб изо рта и дает нуждающимся. Вы дали ему так много, и он заслуживает гораздо большего. И если вы храните свои благословения в ящике, который никому не нравится, то то, что я дал вам, сгниет и потеряется. Это могут понять только те, кто получил истинные благословения. Я даю семя, чтобы сеять, благодать, чтобы видеть выполненную работу, разум, чтобы заставить его расти, силу, чтобы пожинать, и мудрость, чтобы умножаться. Получение благословений нашего Небесного Отца – это чудесная вещь, которую вы тоже хотели бы испытать, но вы должны быть готовы попросить об этом и отдать свое сердце мне. Поэтому не вносите в свою жизнь мысли о поражении. Не позволяйте никому говорить вам, что эти чудеса не для вас. Ты моя дочь и мой сын, я люблю тебя, никто не сможет забрать тебя из моих рук. Но вы все еще страдаете от сомнений, которые мешают вам быть счастливыми. Оставь подобные мысли, я спас тебя и благословлю тебя, как пожелаю, и ничего мнения не спрошу. Я люблю тебя таким, какой ты есть, и ты стремишься стать лучше. Вместо того, чтобы просить других о том, что я могу вам дать, я говорю вам: я истинный, верный и вечный Бог. Я обещал тебе благословение, я дал обещание и сам сдержу его, потому что люблю тебя. На этой неделе начните с рукопожатия и почувствуйте, как ваше сердце наполняется покоем. В ближайшие дни в вашем сердце не будет места печали и страху. Мои слова – твое знание, мой дух – твоя печать, мое присутствие окружает тебя, а мои ангелы – твой сопровождающий. Небесные воинства будут охранять его и не позволят врагу приблизиться к нему. Вы живете в новую эпоху, но вы уже не тот. Не зацикливайтесь на горьких воспоминаниях о прошлых неудачах. Поскольку ты покаялся и пришел к моим ногам, я простил тебя и воскресил. Верьте всем своим сердцем в то, что я говорю вам сейчас. Потому что вы не живете под каким-либо проклятием или наказанием. Единственное, что может остановить тебя, это твое неверие, но я знаю, что ты веришь в мое обещание, потому что это твоя истина. Наполните свое сердце духовными песнями и гимнами. Неделя состоит из 7 дней, каждый из которых представляет свои испытания. Но за каждым испытанием стоит великая возможность, а за каждой возможностью великое благословение. Не бойтесь, он попытается украсть то, что я ему даю, поверьте мне. Не бойтесь и не отчаивайтесь. Не расстраивайтесь. Вы можете победить все злые силы. Все, что я могу сделать, внутри меня. В любое время на этой неделе, если вы почувствуете, что ваша душа горит, если ваша душа чувствует слабость, и вы думаете, что больше не можете этого терпеть, вспомните, кто я, ваш пастырь, ваш друг, ваш защитник, ваш король, ваш господин, его защитник, его воин, его жизнь, его истина, его пути. Я все для тебя. И я все, что тебе нужно, чтобы бороться, жить, просыпаться каждый день полным веры и радости и мечтать о большом и грандиозном. Будьте уверены, что ваш всемогущий Бог всегда с вами.
Встречайте эту неделю со всей верой и великой радостью, потому что я с тобой. Я люблю тебя, ты сильный, ты отважный победитель, внутри тебя много мужества и силы. Если ты упадешь, прямо сейчас, в этот момент, я готов сотворить чудо в твоей жизни. Чудо, которое заставляет вас трепетать перед моей бесконечной любовью и милосердием. Но, дитя мое, ты должен быть готов ответить на мой призыв и довериться моему времени. Потому что я делаю все по моему совершенному плану. В своем путешествии в марте 2024 года сосредоточьтесь на третьей неделе, которая имеет особое значение в вашей жизни. Почему ты спрашиваешь это? Потому что в это время я раскрою вам мой божественный план так, как вы даже не могли себе представить. Число 3 считалось символом совершенства и божественного совершенства. Не случайно третья неделя третьего месяца имеет такое значение. Это время божественной гармонии, когда небеса открываются и мои благословения текут на землю. Давайте рассмотрим библейское значение числа 3. Святая Троица, 3 мудреца, которые посетили младенца Иисуса с дарами в течение 3 дней между моим распятием и воскресением. В любом случае число 3 ознаменовало глубокий момент откровения и трансформации. И ты тоже, мой любимый сын, на третьей неделе третьего месяца. Будьте готовы к неожиданностям, потому что я собираюсь высвободить свою силу в вашу жизнь способами, которые вы не можете понять. В ближайшие дни вы можете столкнуться с испытаниями, которые проверят вашу веру и терпение, но не расстраивайтесь. Ибо я твое прибежище во времена скорби и твоя твердыня среди бурь. Положитесь на меня, и я проведу вас сквозь самую темную ночь к рассвету нового дня. Проживая эту особенную неделю, пожалуйста, следите за мной, источником всей надежды и силы. Доверьтесь моему выбору времени. У меня есть планы, превосходящие ваши мечты. План, который обеспечит вам процветание и подарит будущее, полное надежд и многообещающих обещаний. Не расстраивайтесь из-за испытаний и невзгод, которые могут встретиться на вашем пути. Они всего лишь ступеньки на пути к вашей окончательной судьбе. Доверьтесь моей неизменной любви и непоколебимому руководству. Проведите вас безопасно через шторм. В течение этой важной недели вещи, которые отягощали вас годами, будут сняты с ваших плеч, освободив вас из их хватки и направив вас к светлому будущему. Это могут быть финансовые трудности, разрыв отношений или длительная проблема со здоровьем. Где бы вы ни находились, знайте, что я Бог чудес, и для меня нет ничего невозможного. Крепко держитесь своей веры и сохраняйте горящую надежду в своих сердцах, ожидая проявления моих обещаний. Окружите себя молитвой и мольбой. Тогда я услышу твой крик и отвечу на него в свое время. Так что, мое любимое дитя, не расстраивайся. Я всегда буду с тобой, направлять тебя, защищать тебя и любить сильнее, чем ты можешь себе представить. Поверьте мне, я изменю вашу жизнь так, как вы даже не мечтали. Если вы мне верите, пожалуйста, подтвердите свое согласие с этим сообщением, поставив лайк и поделившись им в течение 24 часов. А твой Бог, надейся на то, что я приготовил для тебя. Пусть ваша вера поможет вам в этом чудесном путешествии. Благословенны вы во имя мое, говорит Всевышний.
Дорогое Дитя Божье, сегодня я получил божественное откровение и ободрение от этого канала. Потому что Бог знает о вашей ситуации, и это сообщение подтверждает, что вы находитесь в центре чуда, которое разворачивается, пока мы говорим. Откройте свое сердце и примите Его Слово. Потому что у него есть глубоко значимое послание для каждого из вас. Собираясь в этом святом месте, давайте сначала признаем суверенитет и всемогущество нашего Небесного Отца. Он держит Вселенную в своих руках и знает от начала до конца. Ничто не ускользает от Его внимания, никакие обстоятельства не находятся вне Его контроля. Вступая в март 2024 года, третья неделя третьего месяца имеет для вас особое значение, дорогие братья и сестры. В этот период Бог повелевает божественным вмешательством в вашу жизнь, что становится поворотным моментом, знаменующим начало новой главы. Рассмотрим символику числа 3 в библейской истории. Святая Троица, 3 мудреца, приносившие дары младенцу Спасителю в течение 3 дней между распятием и воскресением Иисуса. В любом случае число 3 возвещало момент божественного откровения и трансформации. То же самое касается и третьей недели третьего месяца. Обращайте внимание на знамения и чудеса, происходящие вокруг вас. Ибо Бог совершит среди вас великие дела. Не расстраивайтесь из-за испытаний и невзгод, с которыми вы можете столкнуться. Они всего лишь ступеньки на пути к вашей окончательной судьбе. Дорогие друзья, я духовно осознаю, что некоторые из нас находятся на грани прорыва, на пороге божественной встречи, которая навсегда изменит вашу жизнь. Я чувствую это. Не уклоняйтесь от страха или сомнений, двигайтесь вперед с верой и надеждой. Бог собирается сделать с вами что-то необычное. Это чудо, которое заставляет вас трепетать перед Божьей добротой и благодатью. Путь может быть полон испытаний, но знайте, что Бог с вами на каждом этапе пути, направляет вас, защищает вас и любит вас вечной любовью. Завершая это служение, давайте восхвалим и возблагодарим Бога, который все сотворяет ко благу. Давайте радоваться, зная, что мы служим Богу. Бог может сделать неизмеримо больше, чем мы можем попросить или представить, в зависимости от Его силы, действующей внутри нас. Если вы согласны с этими словами, поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Давайте сразу помолимся вместе. Небесный Отец, сегодня мы предстаем перед Тобой с сердцами, наполненными благодарностью и предвкушением, зная, что Ты – Бог чудес, творящий чудеса в нашей жизни. Спасибо за Вашу неизменную любовь и сострадание. Вы не игнорируете нашу ситуацию и всегда находитесь в центре наших испытаний. Господи, сейчас мы находимся на пороге третьей недели третьего месяца. Мы чувствуем тяжесть Вашего присутствия. Мы понимаем важность этого времени года и знаем, что Ты собираешься высвободить свою силу и славу в нашу жизнь так, как мы не можем себе представить. В этот момент молитвы мы возносим свои сердца к Тебе и вверяем наши надежды, мечты и страхи в Твои любящие руки. Мы доверяем Твоему божественному плану для нашей жизни, зная, что Ты ведешь нас к будущему, полному надежд и обещаний. Господь, я прошу Твоего руководства и мудрости, чтобы помочь мне справиться с предстоящими проблемами и неопределенностями. Дай нам силы упорствовать в вере, даже если путь кажется долгим. Ты проснешься.
Он не останется на земле навсегда. Он не даст никому шанса увидеть свое поражение. Вы проявили смелость, талант и множество навыков. Битва, кажется, усиливается по мере приближения к этому гигантскому озеру, но, как вы знаете, ваша битва идет не против плоти и крови, а против духовных сил злобного врага, скрывающегося во тьме. Никто не сможет причинить тебе вред. Не стоит недооценивать этот день. Также не стоит недооценивать мою силу внутри вас, способную потрясти духовный мир. Все, что они могут сделать, это сбить с толку свои эмоции, но победа неизбежна. Не реагируйте на вызовы, не показывайте страха и держите голову высоко поднятой, когда враг угрожает вам. Ты просил у меня победу, и я дам ее тебе, но ты должен внести свой вклад и поверить мне на слово. Поднимитесь и посмотрите на жизнь решительно и победоносно. Если вы действительно верите моим словам, никто не сможет вас остановить. Пожалуйста, помните о моем обещании и продолжайте говорить ему. Когда вы встретите хищника, говорите с верой: «Господь мой пастырь». Если ваши враги попытаются ограбить вас, смело восклицайте: «Господь мое прибежище и моя крепость». Никто не сможет победить его. Если люди пытаются клеветать и нападать на вас, скажите: «Иисус – моя истина, мой путь и моя жизнь». Иисус защитит меня от армии лжи, которые восстают против меня. Давайте кричать от радости. Мои слова живы и могут изменить вашу жизнь. Это не просто слова, напечатанные на бумаге. Это дает ему все оружие и силу, необходимые для того, чтобы выбраться из этой ситуации и защитить себя от ложных и опасных друзей. Но твое сердце должно оставаться твердым в любви. Вспомни меня, когда каждое утро открываешь глаза. Я вижу искренность в твоей душе и желание поступать правильно. Спасибо, что были с нами в это время молитв и размышлений. Готовясь к завершению, давайте помнить, что вера в Бога позволяет нам мужественно и решительно противостоять любым трудностям. Давайте вместе примем решение жить верой, доверять Божьим обещаниям и принимать Божью любовь. Прежде чем мы расстанемся, мы призываем вас подписаться на наш канал и поделиться этим видео с теми, кто нуждается в словах поддержки и надежды. Ваша поддержка поможет нам распространить наше послание веры и любви большему количеству людей по всему миру. Когда вы покидаете этот священный момент, пусть мир Божий наполнит ваше сердце и умы, и пусть Его присутствие направляет вас на каждом этапе пути. До новых встреч, да благословит вас Бог. Аминь.